Я, как тюрколог, востоковед, изучал историю тюркских народов, культуру, язык, так что здесь тоже есть соприкосновение. Потом я родился в Казахстане, там много татар, и руководителем Казахстана долгое время был татарин, значит, Кунаев. Наконец, у нас есть тюркоязычные народы. Им, наверное, интересно, чтобы президент говорил не только на русском, но и на татарском, башкирском, на других языках. Я хочу сказать несколько слов. Ben size şimdi başvuruyorum. Давайте всем русским регионам дадим столько же, сколько получила Казань. Стадионы, дороги, деньги, налоги, отмена. Распухла Казань. Что ей дали? Она живет как на свадьбе, так сказать. А русские регионы рядом подыхают с голоду, так сказать. Это позор. 94%. Это сохранение татаро-монгольского ига. Люди не хотят. Там полно русских, полно молодежи. Ведь что такое Татарстан? Страна татар. По-русски-то давайте переводить. Ну, значит, это русским там не надо жить, что ли? И чуваша. Нужно, чтобы общество само решало. Ни в коем случае нельзя командовать. Не надо насаждать русский язык, не надо насаждать татарский, не надо никакой насаждать. Люди сами должны принять решение, какой язык им учить. И тогда все наладится. Спорить по этому поводу бесплатно. Русский язык такой мощный, что ему ничего не угрожает. А татарский язык требует внимания, требует специальной работы, требует выращивания. Я не вижу никакой проблемы. Я считаю, что это административный раш. Просто административный раш. Я даже не уверен, что Путин это имел в виду. При всей моей критичности ему, это все-таки зачем это делать? Это административный раш, ведущий к огромному недовольству, раздражению и демонстрирующий предельное неуважение к людям. А что, какая проблема? Мы многонациональное государство. Почему? В чем дело? Что, у нас не хватает пространства для русского языка, что ли? Я выступаю за отсутствие двойных стандартов. Я выступаю за федерализм. Я выступаю за то, чтобы Республика Татарстан, при этом являясь частью Российской Федерации, имела возможность изучать родной язык, иметь возможность самим регулировать региональную жизнь и принимать на местном уровне свои законодательные акты. Давайте сделаем максимум для того, чтобы показать, что Татарстан недоволен той ситуацией, которая сложилась сегодня в нашей стране. Я считаю, что Татарстан республика в составе Российской Федерации, и, конечно же, Татарстан имеет право на то, чтобы татарский язык был государственным. Почему мне кажется это важно? Это важно потому, что мы всегда часть своей культуры и часть своего языка. И, конечно же, мы все часть большой страны под названием Россия. Но Татарстан – это отдельная все равно республика со своими какими-то традициями, со своим языком, со своей культурой. И, конечно, когда сейчас облегчилось это правило, хочешь – изучай, не хочешь – не изучай, люди очень часто идут по пути наименьшего сопротивления. И татарский язык, конечно, начнут меньше изучать здесь. И родители будут думать, ну ладно, лучше мы возьмем еще не только английский, а там еще французский, а вот татарский уж раз нет, так и нет. Зачем ребенка загружать? А что получится через поколение? Мы получим ситуацию, в которой, в общем, большое количество людей, которые здесь родились, у которых здесь корни, не будут просто знать татарского языка. Почему? Если у нас разные регионы, разные республики и разные традиции, почему здесь люди не могут изучать свой родной язык в школах? Почему сегодня уже вынуждены быть уволенными огромное количество учителей? Почему уже эта система таким образом решает за Татарстан, как здесь жить? Почему деньги забираются из Татарстана и перевозятся в Москву? Почему это происходит так? Если у нас такая разная страна со своими обычаями и традициями. Я выступаю за отсутствие двойных стандартов.
Я выступаю за федерализм. Исен месяц, кадерле дуслар. Хем ватанын безнан. Это еще не все, что я имею. Для тех, кто только начинает учить татарский язык и не все понял, что я сказал, я бы хотел остановиться только на одной мысли из того, что сейчас прозвучало. Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в ставлении единого и сплоченного народа России. Татарам давайте слово дадим. Вот такой большой плакат. Спасибо, как без татар. У нас без татар невозможно. Значит, праздник народного единства посвящен освобождению Москвы ополченцами, а во главе ополчения стоял татарин этнический. Это было так удивительно, как же так? Вот, это потрясающе, он собрал деньги, все свое имущество отдал практически для того, чтобы собрать ополчение. Князя призвал, во главе ополчения поставил фактически. Собрал деньги, понимаете, для спасения России. Это татарский юбилей. Ну, и нужно сказать, что у нас всегда дружба народов. У нас было их много. Владимир Владимирович. Татар решил обмануть. Не получится. Какие умные татары, все заранее знали. Сегодня мы близки к тому, что в отношении крымских татар осуществляются меры, которые могут привести в Крыму к гуманитарной катастрофе. Сегодня только за принадлежность к крымско-татарскому народу осуществляются жорсткі політичні репресії. Всі боялися кримських татар, я можу сказати відверто, всі президенти і вся українська влада. Не тих боялися. Боятися взагалі не треба нікого. Треба більше довіряти кримсько-татарському народу. Форпосту українськості в Криму.